Здравствуйте, ребята! У нас с вами очередной урок. Тема урока «Кого и что нарисовать?». Сегодня на уроке узнаете, как образовать форму винительного падежа имен прилагательных. Будете учиться правильно использовать эту форму в разных предложениях. Прочитайте о том, что нарисовали волшебными красками. А сейчас, как всегда, слова, значения которых вы, может быть, не знаете. Я буду читать, а вы повторяйте их за мной. Двухколесный, настольный, разноцветный, трудолюбивый, волшебный, щурится, прищурится. Ребята, двухколесный значит такой, у которого два колеса, например, велосипед. Настольный значит такой, который сделан, чтобы находиться на столе. Например, настольная лампа. То есть лампа, которую ставят на стол. Ребята, посмотрите, это карандаши. Они разных цветов, а можно сказать, они разноцветные. Трудолюбивый значит любит трудиться, много работает, не ленивый. Волшебный значит такой, который может делать необычные, сказочные вещи. Помните сказку о рыбаке и рыбке? Рыбка не простая, а волшебная, потому что может исполнить любое желание. Ковер-самолет, он тоже волшебный, потому что умеет летать. Чтобы понять значение слов «щуриться», «прищуриться», представьте яркий свет. Он мешает хорошо видеть. Глаза человека немножечко закрываются, но не до конца. Человек щурится. Давайте еще раз прочитаем слова. Двухколесный, настольный, разноцветный, трудолюбивый, волшебный, щурится, прищурится. Ребята, прослушайте рассказ, и вы узнаете, почему папа мальчика купил ему только мороженое. Рассказ называется «Карусель в голове». К концу учебного года я просил отца купить мне двухколесный велосипед, новые самолетики, летающий вертолет и настольную игру. «Мне так хочется иметь эти вещи», – сказал я отцу. «Они постоянно вертятся у меня в голове, как карусель. И от этого голова так кружится, что трудно удержаться на ногах». «Держись», – сказал отец, – «не упади и напиши мне на листке все эти замечательные вещи, чтобы мне не забыть». Тогда я написал большими буквами на весь лист: велосипед, самолетики, вертолет, настольная игра. Потом я еще решил написать шоколадное мороженое, но не знал, как правильно это писать. Я подошел к окну, поглядел на большую вывеску напротив и дописал: мороженое. Отец прочитал и говорит: «Куплю я тебе пока мороженое, а остальное подождет».
Ребята, у меня вопросы к вам. Какие подарки хотел получить мальчик? Двухколесный велосипед, новые самолетики, летающий вертолет и настольную игру. Что папа попросил сына сделать? Найдите в тексте слова папы. Напиши мне на листке все эти замечательные вещи, чтобы мне не забыть. Это слова папы. Как вы думаете, почему папа решил купить ему только мороженое? Ребята, посмотрите, как написано слово «мороженое». Правильно написано. Почему мальчик написал это слово правильно? Прочитайте. Я подошел к окну, поглядел на большую вывеску напротив и дописал «мороженое». Это слова мальчика. Ребята, а если бы не было вывески со словом «мороженое», папа купил бы ему мороженое? Подсказку вы найдете в тексте. Прочитайте ее. А подсказка вот. Потом я еще решил написать шоколадное мороженое, но не знал, как правильно это писать. Я думаю, папа не купил бы. А может, купил бы. Он ведь папа. Ребята, а как надо было написать слова, чтобы папа точно купил сыну все, что он хотел? Вот так. Велосипед, самолетики, вертолет, настольная игра. Ребята, в тексте встретились такие словосочетания. Купить велосипед, купить самолетики, купить вертолет, купить игру. Имена существительные в словосочетаниях употреблены в винительном падеже. Купить что? Велосипед. Купить что? Самолетики. Купить что? Вертолет. Купить что? Игру. К существительным относятся прилагательные двухколесный, новые, летающий, настольную. На какие вопросы они отвечают? В каком падеже употреблены? Давайте посмотрим. Велосипед какой? Двухколесный. Самолетики какие? Новые. Вертолет какой? Летающий. Игру какую? Настольную. Все прилагательные тоже употреблены в винительном падеже. Ребята, если прилагательное зависит от существительного в винительном падеже, то его тоже надо употреблять в винительном падеже. От неодушевленных существительных в мужском роде единственного числа задается вопрос «какой?». В среднем роде вопрос «какое?». В женском роде вопрос «какую?». От существительного множественного числа вопрос «какие?». Посмотрим, какие окончания имеют имена прилагательные в винительном падеже. Ребята, если основа прилагательного оканчивается на твердый согласный, в мужском роде прилагательное имеет окончание «ой» или «ый». В женском роде «ую», в среднем роде «ое».
а во множественном числе «ые». Если прилагательное, вернее основа прилагательного, оканчивается на мягкий согласный, то в мужском роде прилагательное имеет окончание «ий», в женском роде «юю», в среднем роде «ее», а во множественном числе «ие». Есть особые случаи, когда прилагательные имеют окончание «ой», «ую», «ое», «ие» или «ий», «ую», «ее», «ие». Вы видите их в таблице. А теперь выполним задание. Подумайте, как дополнить предложение. Вам помогут слова для справок. Слова для справок. Верхнюю, дальнее, странное, прошлый, трудный, летнее, интересное, семейную. Давайте проверим. Мы ходили в музей в прошлый вторник. Алина поставила книги на верхнюю полку. Родители покупают детям интересные книжки. Мальчик мечтал поехать в дальние страны. Следующее предложение, ребята. Проверим. Бабушка вспомнила про странное событие. Мы повесили нашу семейную фотографию на стену. Сегодня мы читали трудный текст. Мама купила Наргизе летнее платье. Ребята, а сейчас предлагаю прочитать о волшебных красках. Когда будете читать, употребляйте слова в скобках в нужном падеже. У вас есть время. А потом проверим. Давайте проверим. Больше всего на свете девочка Аня любила рисовать. Она рисовала всегда и везде. Она рисовала яркие, разноцветные цветы, симпатичные домики, синее море и высокие волны, голубое небо, желтое солнце и пушистые облака, мягкую зеленую траву и свою любимую куклу. Ребята, читаем дальше. Проверим. А еще она любила придумывать. Поэтому она нарисовала конфетные деревья, маленький паровозик из сказочной страны, волшебное яблоко и синюю розу. Уверена, вы правильно прочитали текст. Однажды Ане подарили необыкновенные краски, и на них было написано «волшебные». «Мама, а почему они волшебные?» – спросила Аня. «А вот попробуй порисовать и узнаешь»,
улыбнулась мама. Мы еще не узнали, почему краски волшебные. Читаем дальше. Аня нарисовала на белом листе бумаги симпатичного щенка с большими голубыми глазами и раскрасила его в зеленый цвет, а потом прищурилась, посмотрела и добавила желтые полоски на спинку. Веселый получился щенок. «Будешь бутявкой», – решила Аня и засмеялась. Очень уж ей имя понравилось. А щенок вдруг ожил, поздоровался с Аней и попросил чего-нибудь вкусненького. Аня, конечно, удивилась, но нарисовала ему розовую сосиску. «О, как вкусно пахнет!» – восхитилась бутявка и схватила сосиску зубами. Та легко оторвалась от бумаги, как будто и не была нарисована. На бумаге даже остался след, как будто сосиска лежала там. «Вот это да!» – сказала Аня. «Значит, краски и вправду волшебные?» Они с бутявкой вышли во двор, и Аня решила украсить его. Она нарисовала там большую бабочку с необычным узором на крыльях. Бабочка была похожа на волшебный цветок. Ане самой так понравилось, что она нарисовала еще несколько бабочек, больших и маленьких, ярких и нежных. Потом нарисовала цветы, певчих птичек, трудолюбивых пчел. Во дворе закипела жизнь. И в конце девочка нарисовала ореховое дерево и веселую рыжую белку на нем. В тексте нам встретились следующие словосочетания. Нарисовала щенка, нарисовала бабочку, нарисовала пчел. Все существительные употреблены в винительном падеже. А в каком падеже употреблены прилагательные, которые относятся к ним? Обратите внимание, именно прилагательные тоже употреблены в винительном падеже. Нарисовала кого? Щенка. Щенка какого? Симпатичного. Нарисовала кого? Бабочку. Бабочку какую? Большую. Нарисовала кого? Пчел. Пчел каких? Трудолюбивых. Ребята, запомните, в винительном падеже от одушевленных существительных в мужском роде единственного числа к прилагательным задается вопрос «какого?». В женском роде вопрос «какую?». От существительных множественного числа вопрос «каких?». Посмотрим, какие окончания имеют имена прилагательные в винительном падеже. Если основа оканчивается на твердой согласной, в мужском роде имена прилагательные имеют окончание «ого», в женском роде «ую», а во множественном числе «их». Если основа оканчивается на мягкий согласный, то в мужском роде прилагательные имеют окончание «ева», в женском роде «юю», во множественном числе «их». Есть особые случаи, когда прилагательные в винительном падеже имеют окончание «ого», «ую», «их» или «его», «ую», «их». Вы видите их в таблице. А теперь, ребята, ответим на вопросы. Это задание из рабочей тетради. Вам помогут слова в скобках. Какого щенка потеряли дети? Маленького щенка. Какого врача ты ждешь?
глазного врача. Какую учительницу вы поздравили с праздником? Первую учительницу. Предлагаю выполнить еще одно задание из рабочей тетради. Как сказать правильно? Марат пригласил в гости. Марат пригласил в гости лучшего друга. Алина обиделась на... Алина обиделась на старшую сестру. Ребята нашли в гнезде... Ребята нашли в гнезде маленьких птенцов. Наш урок заканчивается. Как вы продолжите работу самостоятельно? Представьте, что у вас тоже есть волшебные краски. Кого и что вы хотели бы нарисовать волшебными красками? Напишите об этом. И у вас в портфолио появится еще одна работа в разделе «Творческие работы». Ребята, сегодня вы узнали, как образовать форму винительного падежа имен прилагательных. Учились правильно использовать эту форму в разных предложениях. Прочитали о том, что нарисовала девочка волшебными красками. До свидания. До новых встреч, ребята!